Еще до начала праздничного мероприятия пожарные и спасатели возложили цветы к мемориалу славы в Сухуми. Первые огнеборческие подразделения в Абхазии были созданы еще в конце XIX века, а опыт пожарных команд времен СССР сыграл немаловажную роль в становлении современного спасательного ведомства нашей страны. В этом году Министерство по чрезвычайным ситуациям отмечает 10-летний юбилей. За время существования ведомства сотрудники не раз на деле доказывали свою надежность, грамотно действуя в любых ситуациях, отметил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня, поздравляя своих подопечных. За минувшие 10 лет сотрудники МЧС Абхазии принимали участие в сотнях спасательных операциях, в ликвидации огромных чисел чрезвычайных природных, техногенного характера, спасение жизни сотни граждан республики, а также иностранных граждан, приезжающих в Республику Абхазия. Благодаря работе сотрудников нашего ведомства сохранены сотни миллионов рублей в виде спасенного государственного и частного имущества. Но, к сожалению, не все наши сотрудники сегодня в общем строю. Многие из них погибли во время войны 92-93 годов. Некоторых не стало в последние годы. Память о них будет с нами всегда. Сегодня сотрудники ведомства принимают поздравления от зарубежных коллег. Свой профессиональный праздник они отмечают в Абхазской государственной филармонии. Здесь по случаю юбилейной даты состоялось торжественное собрание. Мы видели, как проходило становление МЧС Абхазии. Знаем о соответственности абхазских спасателей, пожарных, их готовности с риском для собственной жизни прийти на помощь пострадавшим в самых сложных условиях – в лесах, в горах, в пещерах и на море, на пожарах и при различных техногенных катастрофах. Желаю вам, уважаемый Лев Константинович, и всем абхазским спасателям и пожарным крепкого здоровья, успеха в нелегком труде во имя спасения человеческой жизни, благополучия и в вашей единой семье МЧС Абхазии. С уважением, министр МЧС России Владимир Андреевич Пучков. Приветствую вас от имени народа Южной Осетии, руководства Республики Южная Осетия. От коллег ваших с Южной Осетии, от себя лично, примите самые добрые поздравления и пожелания всех земных благ. Служба в МЧС нелегкая и ответственна. Предупредить, помочь, спасти, порой рискуя жизнью на благо процветания Родины, во здравие своего народа. Спасение на воде при пожаре во время ДТП в горах. Сотрудники ведомства готовы прийти на помощь всем, кто в ней нуждается в любую минуту. Пожарные, спасатели, горные спасатели и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ежедневно принимают участие в спасательных операциях, ликвидируют чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, а главное – спасают жизни людей. Тимур Квартия решил стать спасателем, как его друзья, еще в армии. Вовремя приехать на место происшествия – это только полдела, делится нюансами своей работы Тимур. После службы я подписал контракт, работал в армии 3 года, и после этого, после заключения контракта, как-то вот узнал, что товарищи работают, занимаются такими делами, спасают людей. Мне очень это понравилось. Я сдал документы и попал в такую структуру, как МЧС. Сам я по должности водитель-спасатель, мне это очень нравится. То есть вовремя оказывать первую помощь. Горно-спасательный отряд находимся мы там. В свой профессиональный праздник большинство сотрудников МЧС, как обычно, на боевом дежурстве. Ведь основной лозунг МЧС – предотвращение, спасение, помощь. Сима Аргун, Саида Гухава, Абхазское телевидение.